Так, слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда. Куда это? Сапияновой Маргарите Насаркановне. Наверное, тоже по порядку, да, изложу позицию. По существу. Хорошо? Да, Маргарита Насаркановна. да. Постараюсь покороче. По ходатайству Шарапова о проверке конституционности статьи 95 УК Кыргызской Республики. Согласно статье 95 УК, лицо, осужденное за совершение менее тяжкого, особого тяжкого преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения. И, соответственно, данной статьей также предусмотрен только порядок погашения судимости. И хотелось бы ответить, что правовое значение погашения судимости заключается в том, что оно полностью аннулирует правовые последствия осуждения. Это означает, что с правовой точки зрения лицо считается не совершавшим преступление, не привлекавшимся к уголовной ответственности, не подвергавшимся наказанию, не отбывавшим его. Снятие судимости означает досрочное до истечения рассмотренных выше сроков погашения судимости, прекращение, аннулирование всех правовых последствий, связанных с наличием судимости. В науке предусмотрены две формы снятия судимости, различающиеся по органам, его производящим общий порядок, судимость снимается судом, и в порядке амнистии или помилования судимость снимается высшими органами госвласти. И в свою очередь ныне действующее уголовное законодательство не предусматривает возможность досрочного снятия судимости судом по просьбе осужденного ввиду его безупречного поведения. Однако отсутствие такой нормы, которая предоставляет осужденным после отбытия наказания право на снятие судимости до истечения срока погашения судимости, судом не может служить основанием для признания оспариваемой нормы, противоречащей части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. И здесь хотелось бы отметить, что право на снятие или погашение судимости не относится к числу основных прав, не входит в основное содержание конституционного права на судебную защиту, а выступает в качестве одной из его возможных процессуальных гарантий, предоставляемых на основе дискреционных полномочий законодателя, которые могут быть не только изменены, но и вовсе отменены. И в этой связи считаем, что статья 95 не противоречит части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. По ходатайству Мацакова и других о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Закона Кыргызской Республики о введении в действие УК, УПК, Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и внесении изменений в некоторые законодательные акты, отмечаем, что определением Конституционного суда от 15 ноября 2022 года ходатайство Мацакова и других принято к производству в части признания утратившими силу части 17 статьи 7 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года, номер 10. И пунктом 17 статьи 7 Закона от 24 января 2017 года о введении в действие УК Кодекса Кыргызской Республики о проступках УПК Кыргызской Республики, УИК, Закона Кыргызской Республики об основах амнистии и порядке ее применения установлено, что правила, установленные Уголовным кодексом Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года в отношении давности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено законом, погашение и снятие судимости распространяются на лиц, совершивших преступление до вступления в силу Уголовного кодекса, за исключением случаев, когда Уголовным кодексом смягчаются уголовно-правовые последствия преступного деяния указанных лиц. В связи с чем ныне действующее уголовное законодательство не предусматривает возможность досрочного снятия судимости судом по просьбе осужденного ввиду его безупречности поведения. Пунктом 2 статьи 5 обозначенного закона исключено право обращения в суд с вопросами досрочного снятия судимости. Хотелось бы отметить, согласно части 2 статьи 23 Конституции, вводимое законодателем ограничение прав и свобод должно отвечать требованиям справедливости, быть необходимым и соразмерным
конституционно значимым целям обеспечивать баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, оно вместе с тем не должно посягать на само существо права, проводить к утрате его основного содержания. Такие требования законодатель должен учитывать при введении ограничений прав и свобод. В связи с чем Верховный суд в рассматриваемой норме об отмене права обращения в суд с требованием о досрочном снятии судимости усматривает неопределенность на соответствие части 2 статьи 56 Конституции, согласно которой в КР не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. И по ходатайству Мацакова о проверке конституционности части 5 статьи 80 УК излагаем следующую позицию. Из смысла представленного ходатайства усматривается, что действующая редакция части 5 статьи 80 УК срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается из расчета 1 день под стражей за 1 день лишения свободы, ухудшает положение лиц, содержащихся под стражей до вступления приговора в законную силу, тогда как Уголовным кодексом в редакции закона от 1 октября 1997 года предусматривалось, что предварительное заключение засчитывалось судом срок наказания, при этом 1 день предварительного заключения соответствовал 2 дням содержания в воспитательной колонии общего или усиленного режима, в исправительной колонии общего усиленного или строгого режима дисциплинарной и воинской части. Здесь я бы сократила свое выступление. Но мы отмечаем, что закрепление в уголовном законодательстве требований, предусмотренных в части 5 статьи 80 УК КР, не посягает на само существо права, не ограничивает и не ущемляет установленные Конституцией Кыргызской Республики права и свободы человека, а сообщает о воле законодателя при введении таких норм. Но при этом мы хотели бы еще отметить, что признанием оспариваемой нормы неконституционной не может быть решен вопрос создания справедливых и равнозначных условий для содержания лиц в следственных изоляторах и колониях. Важную роль в его решении, несомненно, играют экономические, политические и организационно-управленческие меры, осуществляемые государством. Для содержащихся лиц под стражей должны быть созданы эффективные условия и режим, соответствующий их правовому статусу, который основан на презумпции невиновности, что означает введение таких правоограничений, которые необходимы лишь для отправления правосудия, обеспечения безопасности учреждений, заключенных и персонала, а также защиты прав других лиц. И на основании вышеизложенного мы считаем, что Верховный суд считает, что часть 5 статьи 80 УК не противоречит статье 55, частям 2, 4 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции. Понятно. Обращаясь в сторона, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Микрофон, Нет. пожалуйста. Нет, Ваша честь. Нет вопросов, уважаемый суд. У меня нет вопросов. Нет вопросов. Представитель Джор Кениш, пожалуйста. Ваши вопросы есть у вас? Нет вопросов. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Присаживайтесь. Спасибо. Ваша позиция понятна.